Глава Северной Осетии побывал в санаториях Томиск и Урздон. Таймураз Мамсуров посетил вынужденных переселенцев из Украины и привез с собой необходимую бытовую технику. В ходе беседы с украинскими гражданами выяснилось, что большинство из них хотят получить российское гражданство. Глава отметил, что у Северной Осетии есть опыт в работе с беженцами, и правительство сделает все возможное для их комфортного пребывания на Кавказе. Несмотря на то, что Россия готова приютить всех беженцев без исключения, говорить об их дальнейшей судьбе пока рано. Вынужденные переселенцы до сих пор надеются, что на юго-востоке Украины наступит мир, и люди смогут вернуться на родину. Задача сегодняшней встречи была уточнить ситуацию после того, как мы по первичным документам изучили, с кем мы имеем дело, что это за контингент, какие у них собственные пожелания. Какой-то период прошел, с ними работают все службы республиканские, федеральные на территории республики, которые должны по этой теме работать. Мы со своей стороны понимаем, что вопросы жилья – это первый вопрос, вокруг которого можно обрастать проблемами работы, детских садов, школ, лечения и так далее. И все главы районов, получив эти данные, сегодня готовят предложения для них. Эти предложения как раз будут выглядеть как варианты. То есть без вариантов мы никого не оставим. Уже на сегодня у нас есть варианты, которые подготовили главы районов. Но здесь проблема в том, что в одном районе предлагают работу, в другом районе жилье. Пока это не сведено. Поэтому мы за это время просто сведем эти две проблемы. Гарантия получить жилье и работу у нас есть. Более 40 жительниц Владикавказа получили сертификаты на материнский капитал. Представители Пенсионного фонда республики совместно с Северо-Остинским отделением Сбербанка вручили счастливым мамам подарки и объяснили, куда можно направить полученные средства. Символично, что сертификаты молодым мамам вручили именно в День семьи, любви и верности. С помощью материнского капитала государство поддерживает семьи, в которых больше одного ребенка. За годы реализации программа стала эффективнее. Я считаю, что это очень хороший проект. Очень существенная помощь для молодых семей. У кого есть жилье, можно расшириться, у кого нет, можно что-то купить. Северокавказское Суворовское военное училище открыло первый набор. 2 года назад по распоряжению министра обороны Анатолия Сердюкова училище было передано Министерству образования республики и переименовано во Владикавказский кадетский корпус. Сменивший его Сергей Шойгу вернул учреждению статус военного училища. В этом году было принято около 250 заявок на поступление, но стать суворовцами смогут только 54 человека. Среди поступающих ребята разных национальностей, возрастов и уровня подготовки. Перед тем, как стать курсантом, абитуриенты проходят 2 этапа вступительных испытаний. Почему-то в обществе бытует мнение, что если ребенок хорошо и отлично учится, то ему в Суворовском училище делать нечего. Выпускники наши поступают в вузы как Министерства обороны, так и других силовых структур. И наша задача подготовить прежде всего грамотного, всесторонне развитого и как минимум владеющего 2 иностранными языками выпускника, физически крепкого. Новые стратегии в интересах детей обсудили представители министерств и ведомств нашей республики. Совещание прошло в Центре реабилитации инвалидов. Поднимались вопросы поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями. Профильная комиссия Общественной палаты работает уже 3-й год. Программа рассчитана до 2017 года. В ее рамках семьям, воспитывающим детей-инвалидов, возвращают половину суммы, которую они тратят на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, по рецептам врачей дети-инвалиды до 18 лет получили бесплатные лекарства. Сейчас одна из главных задач заинтересованных структур – наладить взаимодействие и работать сообща. В рамках всероссийской акции «Добровольцы детям» инициативная группа Северной Осетии посетила город Цхинвал. Визит состоялся накануне Дня семьи, любви и верности. Веселый клоун Афоня, входящий в состав делегации, поднял настроение всем собравшимся в театре, для которых был организован праздничный концерт. После этого добровольцы посетили детское отделение Цхинвальской больницы. На слова клоуна Афони, к удивлению медперсонала и гостей, отреагировала девочка, которая уже год находится в коме. После конкурсов детям вручили подарки представители администрации Владикавказа и священник Савва Гаглоев. Вместе с ним добровольцы отправились в древний храм, построенный в Южной Осетии в X веке. За визитом североостинской делегации с интересом и радостью наблюдал узнаваемый в 2 Осетиях Джо Местас, называющий себя американским кударцем. Здравствуйте, Осетия. Я Джо Местас. Я
очень рад, что из Северной Осетии приехал сюда, в Южной Осетии, Цимбал, треба привести и много людей, чтобы концерт здесь делать. Нас очень рад, что вы приехали, и мы всегда вместе. Дашаром бомбировать!